Я не могу сказать, что это было как-то вот целенаправленно, что там в 11 лет или там в 16 лет я присел, задумался о будущем и решил, что я стану художником. Нет, на самом деле это прочитывалось с детства, просто не всегда мы это готовы распознать сразу. Потому что все дети рисуют, но после определенного времени рисуют только те, кто будет дальше рисовать. Родители отмечали этот момент, ну, скажем, не в плюс. То есть иногда это порицалось, потому что вместо того, чтобы заниматься непосредственно уроком, я занимался рисованием. То есть открывал какой-либо конспект, и в конце этой тетрадки у меня рождались всякие рисунки. Я любил лепить. Вот эти вот пачки пластилинов, они у нас не заканчивались. И даже отец собрал такую полочку, где у меня выстраивались мои поделки. Ближе там, к 11 классу это уже приобрело форму. То есть мы поняли, что нужно что-то с этим делать. Я поступил в КИПУ на кафедру из ОДПИ. Там я уже начал понимать, что моя жизнь уже будет связана непосредственно с творчеством, и причем вот с такими направлениями, там, как скульптура, живопись, рисунок, керамика, вот в таком формате. В барельефе, да, есть возможность двигаться, ну, скажем, с разными техниками. То есть там могут быть и некие элементы графики, как вот в этом случае, вот в этой работе, да. То есть все это графичного формата, графичного характера. У меня есть работы и в живописи, и в рисунке, но больше я получаю удовольствие от работы с объемом. Принцип барельефа в своей основе несет игру света и тени. Вот этот вот тонкий рельеф, который мы воспринимаем в итоге, он подчеркивается светом. Я свои работы подаю в такой монохромной тонировке. Мне ближе вот теплые тона, такие, которые придают даже визуально какую-то старину, легкую такую пожухшую бумагу. Основная часть моих работ – это старинный Крым. То есть это тот Крым, которого уже не остается. То есть вот те старинные улицы, старинная архитектура. Я считаю, что нам нужно пройти этот момент в творчестве, то есть не только в творчестве. Мы должны преодолеть вот ту часть, которую мы не прожили. То есть мы должны соединить вот два куска истории, который был, скажем, там, до и который есть после. Изображая вот этот Крым прошлого, я переживаю эти все моменты, я живу в то время. Говорят, без прошлого нет будущего. Как рождаются мои идеи? Случайно. То есть можно случайно увидеть какой-то фрагмент дома, улицы, там, кусочек какой-то керамики, черепица. Может быть, какой-то случайный маленький фрагмент, которому твое сознание, подсознание дорисовывает уже все остальное. Мои мысли начинают потихоньку приобретать форму. То есть сначала я пытаюсь это отрисовать каким-то образом, добавить деталей, которые я увидел. Но фактически
центром этого всего, центром этой идеи, точкой отсчета является какой-то, возможно, на первый взгляд незначительный элемент, но именно этот элемент, он простраивает вот эту всю дорогу в эту картину. И уже тогда, когда ты формируешь саму работу, ты делаешь акцент именно на этот элемент, чтобы твой зритель почувствовал то же самое, что почувствовал в свое время ты. Есть те работы, которые делаются на одном дыхании. При этом ты не сможешь день, ночь. Это может быть в течение одного дня, 2 дней. Может все просто быть полностью завершенный продукт. Но иногда есть те работы, которые должны созреть. И это те работы, которые ты должен сделать их качественно, ты должен подойти к этому с полной ответственностью, но ты их даже не хочешь видеть. И вот спустя какое-то время уже ты подходишь к этому более осознанно. Ты возвращаешь эту работу снова на стенд, на мольберт, по-новому к ней подходишь. И тогда работа идет совсем по-другому. И в день, 2, 3 ты можешь завершить ее. Как говорили наши мастера, что вот не ищите вдохновения. То есть вдохновение — это такая красивая картинка. Нет, вдохновение имеет место быть непременно, но оно занимает небольшой процент, то есть это искра. Все остальное — это уже твое трудолюбие. То есть если ты действительно можешь, хочешь, ты должен это сделать. Я очень долгое время живу в Симферополе и мечтаю перебраться в Бахчисарай. Моя мастерская находится в Бахчисарае. Все мои работы, 99%, они рождаются именно в Бахчисарае. Это большой перекресток цивилизации, я вдохновляюсь природой Бахчисарая. Мне здесь всегда спокойно, мне здесь очень комфортно, душевно, психологически мне комфортно здесь. Кроме природы, это старый город, который тоже пропитан вот именно духом того времени. То есть не только крымских татар, но и тех этнических народов, которые здесь были. Я всегда прокручиваю в голове то, что у нас есть в Крыму, собрано в нашем Крыму. Это действительно маленькая модель мира.